Выходной день и временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров с очередной рабочей поездкой по региону. На этот раз в Чишминском районе. Чишминский район расположен в центральной части Башкортостана. Находится в 57 километрах к юго-западу от Уфы. В состав Чишминского района входит поселок городского типа и 15 сельсоветов. Ради Хабиров отправился на встречу с жителями одного из микрорайонов Чишмов. Директор управляющего организации, председатель домового комитета. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Хорошее, прекрасное, спасибо. Это ваш подъезд сделал? Это наш. Да, ну что, как? Получше стало? Ну да, красиво. Намного. Да, да. Хорошо. Ну давайте посмотрим подъезд, да? Начало работы, это первый подъезд, с первой недели работы. Да. Вот входную группу сделали. А дом какого года? 30 лет дом. И вот начали уже отсюда, как это. Покрасили вот только вчера, получается, вот это почтовые ящики, уложили кабель-каналы, заменили пластиковые окна. Хотим вот участвовать в конкурсе «Лучший подъезд». Вот по тематике каждый подъезд будем разукрашивать вот эти картины. То есть, ну, каждый подъезд будет разный. Здесь вот мечеть Галя-Тюльпан и церковь, и 100 лет вместе. Вот, цвет жители выбирали? Цвет жители выбирали, светло-бирюзовый. Они сами выбрали, да. Очень хорошо, что вот они копили деньги по содержанию на замену окон, хотели делать в прошлом году. Они накопили 300 тысяч рублей, но очень хорошо, вот сейчас все это программа бесплатно, окна бесплатно, плитка бесплатно. И в итоге, получается, вот эти 300 тысяч они сейчас используют, вот цоколь сделают и, возможно, плитки на всех других этажах тоже. Сколько у вас вот пошло стоимость? Ну, смета типовая получается на пятиэтажный 330 тысяч за один подъезд, но по факту уже получается она не может быть дороже, но по факту может и получиться меньше. Вот, допустим, здесь входная дверь не менялась, она уже была металлическая, да, то есть по факту может получиться меньше. Просто выше уже не предусмотрено лимит 330 тысяч на один подъезд. Ну, вот вы, я так понимаю, здесь старший по подъезду? Да. Мы вообще рады, конечно, вот так вот увидели, девчонки хорошо работают. Ну, да, вы знаете, да, что без вас мы не будем принимать, вот если вы общественники подпись не поставят, то мы не будем принимать к оплате. Благодаря вашей программе, вот все рады, все жить охота стало даже. Спасибо. Владимир Федорович, а можно вопрос задать? Позвольте, а сколько лет ремонта у вас не было? Ой, это в 90-м году построили, вот в 90-м году, Новый год, мы уже поселились, а где-то спустя через 2 года немножко вот в подъездах покрасили, ну, как 92-го? 92-го. И все, больше не было у нас такого. Но сейчас не будут вот сами жители? Нет, мы будем стараться уже, эти подъезды уже будем, как Зеницок. Спасибо вам. Двор у них вы делаете? Двор у них. Двор здесь нормально? Следующий двор. Следующий двор по башкирскому дворику попадается. Вот, следующий дом тот. Я просто говорю, детские площадки, там прорезиненные посадки. Да, там заложено, у них будет такая общая большая площадка. Управляющая компания нормально? Все нормально. Мусор убирает? Убирает, да, молодцы, спасибо. Что-то все хорошо у вас так. Просто жаловаться не умею. У нас, конечно, проблем много были. В квартирах тепло? Да, тепло. Это вот новые я вижу, да, вот эти вот? Да, вот это подъездные окна. И вот там вот, ну вот это весь. 5 подъездов здесь. 5 стояков. А когда вы завершаете? Как задача поставлена, 80% это на 1 сентября обязательно будет все завершено. Это вы? Владимир Фаритович, вы с Изумлем Они тоже хотели. И bizim директор да, что вы наш мастер. С вами с удовольствием. Это Шабас. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо вам большое. Вы хорошо работаете, мы за вами следим. До свидания. Ради Хабиров едет на Чишминский сахарный завод. Образован он в 1971 году, сейчас входит в группу компаний «Таврос». Завод наш
растет, с каждым годом наращиваем объемы производства. В прошлом году переработали без малого 500 000 тонн. Вот, в этом году планируем перейти эту границу 500 000 тонн. Производительность последние несколько лет тоже ежегодно поднимаем. Вкладываем средства. Сегодня до 25 августа завод в состоянии ремонта и реконструкции. Планируем в этом году дальнейшее повышение производительности. В следующем году дальнейшая реконструкция. А реализация у вас по всей стране, да? Да, реализация по всей стране и за границу. Экспорт тоже есть. Значит, Казахстан, Таджикистан, по-моему, потом, ну вот наши ближние зарубеж. Да. Экспорт есть. В этом году планируем наладить экспорт и жома. Сухого гранулированного жома. Он идет на корм, да? Да, он идет на корм. Что в наших программах участвуете по модернизации? Там, да. Что участвуем. Вот как раз программа по сухому жому. Вот мы как раз в этой программе и участвуем. А какие-то льготные кредиты по линии Россельхоза? Да. Работаем в этом направлении уже как бы на выходе. Основной производственный цех, там продуктовый цех. Здесь отсюда поступает как бы продукт. Вот этот аппарат установлен 2 года назад, называется декантатор. Это тоже ноу-хау для России. Вы когда запускаете, она все уже в круглосуточном режиме, да? Да. Непрерывный, да, круглосуточно, непрерывно. Вот в течение 4,5-5 месяцев завод ежедневно, постоянно, без выходных. По сравнению, где-то 700 тонн ваши конкуренты по сахару что у нас? Конкуренты у нас Раевка. Мы с ними как бы они... А вот вокруг нас в Оренбурге, в Челябинске. Сахарном производстве конкурентов нету. А вот качество нашего сахара, оно какое считается? Ну, над этим вопросом, скажем так, мягко мы работаем, чтобы его улучшать, да. У вас же разные периоды предприятия были. Сейчас-то как более-менее получается, настроение хорошее, да? Да, нормально. В принципе, зарплату рабочим в этом году с 1 января подняли на 10%. Средняя зарплата того года за первые полугодия было 25 600 рублей тысяч. В этом за первое полугодие 29 200. Ну, то есть вот рост есть. Ральфович, получается, Башкортостан еще и свеклой богат? Ну, это всегда было. Башкортостан был богат свеклой и сахаром. Но, видите, как это тоже конкурентная, в общем-то, отрасль экономики. Вот я сейчас о чем подумал, что совершенно точно им тоже нужно помогать, чтобы они и производство углубляли, повышали добавочную стоимость. И, видите, и качество сахара еще не отвечает современным каким-то мировым требованиям. Надо на экспорт выходить, вот будем обсуждать. На законодательном уровне? Нет, это организационное. Все, спасибо. Следующий объект рабочей поездки временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабирова по Чешминскому району – молочный завод. Основан он в 1974 году. Реконструкцию провели с 2017 года по 2019 год. В декабре 2018 года мы завершили пусконаладочные работы, все буквально там под Новый год. И с января 2019 года завод работает. Сделали мы все строго по современным требованиям, пищевым производством, делали проект, госэкспертизу. Оборудование в основном отечественное. Работали по принципу, там, где нет отечественных аналогов, покупали это российское оборудование. А марка называется Чешминская, да? Чешминский молочный завод. Какие-то добавки используете, да? Все натурально, строго по ГОСТу. Строго по ГОСТу. Ни пальмы, ничего? Ничего абсолютно. Мы сами являемся производителями молока, сырья. Правда, пока в небольших объемах. Пошли сначала по пути выхода в рынок продукта, а следующим этапом будем увеличивать уже именно производство сырья. Молока. Своя ферма, что ли? Своя ферма, свое хозяйство. В Чешминском районе. Мы представлены вся наша продукция.
нас также есть молоко в пленке. Это вот вся линейка, да, у вас? Вся линейка пока. То есть у нас в планах в ближайшее время это запуск йогуртов и сливочного масла. По мере загрузки, по мере увеличения объемов мы докупаем оборудование. Ну, то есть вот эти программы, которые по линии Минсельхоза идут, Россельхозбанк, они существенно помогают, да? Это помимо того, что уже процентная ставка субсидирована, плюс и программа регионального Минсельхоза, именно в области субсидирования покупки оборудования. А сколько у вас своего стада, какое поголовье? Так, ну стад небольшой, порядка 400 голов. Но уже молоко свое, да? Молоко свое есть, да. Ну, молодцы. Стараемся. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Рафич, а могут вообще бизнесмены рассчитывать на помощь государства в плане реализации, вот, чтобы они вклинились в торговые сети? Это такая, знаете, сложная работа, это же все-таки рынок, но поэтому в свое время принимались ряд решений федеральных, когда сети, крупные, особенно федеральные сети, устанавливали довольно, ну, скажем так, жесткие условия, аккуратно, сложные условия для поставщиков, и это был предмет больших таких рассмотрений. Вот видите, они все равно говорят, коллеги, что федеральные сети, их тоже понять можно, все-таки там своя логистика и свои принципы работы. Но, по крайней мере, в республиканские сети вошли уже хорошо. Ну, это вот они точечно вошли благодаря им. А вот на республиканском уровне мы можем как-то регулировать? Это только аккуратный государственный лоббизм. Это аккуратный государственный лоббизм. Спасибо. Рабочий поселок Чешмы, улица Центральная, 22 и 24. В этих домах квартиры построили для льготных категорий жителей. Но есть и проблемы. Необходимо расширять список льготных категорий. Сейчас он достаточно узкий. Вот это 96-й квартирный дом, мы его заселили в прошлом году. Значит, уже кто под социальную программу подходит, они купили. А вот этот дом, он практически, значит, мы его могли уже тоже. Он бы мог сегодня быть заселен, но здесь сейчас осталось только делать чистовую отделку. Просто несовершенная программа. Социальное жилье, значит, если где они проживают сегодня, прописаны там более 12 квадратных метров, они уже под этот дом не могут прийти. Любые молодые, которые поженились, они не хотят с родителями жить. Там квартиры хватает, им площадь не хватает. Значит, они хотят жить отдельно. Они работают в бюджетной сфере, они готовы сегодня все купить. Но вот это вот как-то на законодательном уровне. А по какой программе вот строится? Это РЖС строит, коммерческий. Они строят, да. А доля коммерческого жилья здесь есть? Нет, абсолютно нет. Мы не имеем права на землях, которые отданы в безвозмездное пользование, строить коммерческое жилье или продавать коммерческое. В других местах не строят, а у вас строят, и реализации нет. У нас просто в Чешмах мы взаимодействие с администрацией очень хорошее. Мы здесь хорошо и много строим. Просто вот неожиданная вещь, как бы, видимо, произошло какое-то насыщение рынка. В районе могут находить работу, они находят работу, а есть жилье. То есть здесь привлекательная вещь. Вот рынок сейчас зашевелился. В прошлом году сколько жилья вы построили? В прошлом году здесь вот поставили один дом, ввели. Но это каждый год практически. Вот 6 домов до этого за 2 года ввели. То есть здесь быстро мы сдвинули всю очередь нуждающихся, все, кто были в списках. Это уже аварийки получили, потом получили, кто имеет сертификаты, вдовы, участники Великой Отечественной войны, участники, дети-сироты. То есть надо внести изменения в программу, получается, да? Да, внести в программу, ну как-то решить этот вопрос. Расширить немного категории граждан, имеющих право приобретать у нас. Ну, например, вот кого? Ну вот Флюртин сказал, врачи, учителя, наверное, надо, ветераны, наверное, надо. Почему ветеран хуже, например, какого-нибудь мастера спорта или чемпиона мира? Ничем, наверное, не хуже, да? Ветеран, наверное, заслужил покупать здесь, а ветеранов пока у нас нет. Я прям в понедельник тогда на стройчасти мы рассмотрим этот вопрос. Значит, вас пригласим тогда, расскажете об этой проблеме и подумаем сразу, как решить. Неожиданные проблемы поднимают строители. Это нормальная проблема, когда рынок насыщается, и, соответственно, она может быть характерна для Чешмов, а для других районов, где жилищное строительство не столь активно идет, этой проблемы нет. Поэтому мы на стройчасти рассмотрим ее. Нам надо же, мы же не можем принимать решения по республиканским программам в отношении одного района. Это неправильно будет. Поэтому, взвешенный подход уже. Да, спокойно посмотрим.
Центральная районная больница. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров включил этот объект в график рабочей поездки по Чешминскому району. Из основных проблем больницы – не хватает врачей, нужен компьютерный томограф. Врачи есть? Дефицит врачей есть. На сегодняшний день 12 врачей не хватает. А кого? Ну, 2 терапевтов не хватает. Врача-педиатра неотложной помощи. Врача-педиатра участкового не хватает. 2 психиатров не хватает. 1 нарколога, 1 хирурга и 1 онколога не хватает. Наши программы они знают, да, там миллион, там узкие специальности, земский врач, земский доктор. По программе «Земский доктор» на сегодня работает 35 врачей у нас. У вас уже? Да. Они сейчас отрабатывать и будут уезжать, да? Многие отработали уже, остались. Остались. Да, ага. они остались. Всего 9 человек выехали. Сколько? 9. 9. А куда уезжают? Из 49. А Ну, есть, которые в Татарию уехали. Они в Уфу в основном уезжают. Да, уезжают, ага. Уезжают в основном в Уфу, потому зарплата, что... да? Зарплата у нас хорошая. Они же говорят, что зарплата у вас даже больше, чем в Уфе, но нас, говорит, или жены их заманивают обратно туда, уфимские жены. Но как решаете проблему? Что думаете делать? Мы вот клин-ординаторов сейчас пригласили. У нас 13 клинических ординаторов приехали. Через 2 года у нас 100%. Если они все приедут, по договору мы им подписали. Ну вот сейчас вот как у вас попасть, какие условия? Сколько нужно ждать? Чтобы вот так вот очередь была, такого нету. Если человек записанный, он знает, что надо идти к участковому терапевту, не надо останавливаться в регистратуре. Да. И информат у нас есть. Пожалуйста, здесь можно записаться по информату к участковому терапевту или к любому специалисту. Если человек совсем затрудняется или с другой области где-то приехал, есть дежурный администратор, который достаточно четко дает информацию, разделяет потоки, кто на профосмотр, кто идет к врачу. Разделение потоков уже происходит с 1-го этажа, как только заходит в поликлинику. На 2-м этаже у нас располагается функциональное отделение, это рентген-служба. Вот тоже логистика здесь есть. Мы сейчас проходим в рентген-кабинет. Рентген-аппараты у нас современные, на 2 рабочих места, они полностью удовлетворяют вот персонал наш. В субботние дни работает. Здесь, кроме рентген-установки на 2 рабочих места, маммограф стоит. Вот если врач выпишет направление на маммограф, сколько ему нужно ждать? У нас день проходит. То есть проблемы нет? Да. И без записи принимаем, и с записью. Если срочно, без записи. То есть по несколько суток ждать? Да. Нет, у нас в день проходит 30-40 человек. Да. Этого достаточно для... И из других районов у нас сейчас тоже хотят направить к нам. Мы, пожалуйста, только это для нас плюсы будет. Чем больше прием, тем лучше. КТ, наверное, вот... КТ нету, да. Вы его сможете обслуживать? Мы можем, у нас специалисты есть, рентгенолог обученный есть. А площадка есть, где устанавливать? Есть. Там же особо стационаре есть, да? Вы выясняли, наверное, вот если условно мужчине нужно пройти КТ, вот вы его направили куда-то в Уфу, сколько он в результате там ходит? КТ плановый у нас есть в Деме, мы направляем в маршрутизацию. Но у нас выделена квота, да? Да, по квоте. Но ее хватает, нет? На диагностику. По КТ хватает. Ожидание в течение недели. Всех инсультных больных мы транспортируем. 21 больница. А где мужчина-то? Вот ни одного мужчины. Мужчина-массажист, хирург у нас есть, да, и фельдшер есть у нас. У нас 80% персонала. А когда учитесь в медуниверситете, там же в группах примерно 50 на 50, да? Нет, в нашей группе, например, только 2 было. В педиатрии, конечно, больше женское положение. Женское, да, педиатрическое. Это педиатрическое, да. Ратифович, вы уже как доктор оперируете терминами, называете КТ и другие аппараты? Научился немножко. Опыт за полгода даже больше, да? Да, потому что надо что-то, общее представление, конечно, надо иметь. Заниматься здравоохранением и хотя бы немножко-то нужно понимать. Но вот если говорить об этом, мы же с вами много ездим, не все могут похвастаться. Во-первых, не все могут похвастаться вообще зданием хорошим, современным оборудованием. Видите, и врачебный коллектив здесь такой слаженный. Вот наша задача вот к этому идти. Но все равно есть дефицит кадров. Да, есть, но у главы есть ясное понимание. Мы ждем, когда большой коллектив врачей
придет к нам большая группа. Я вспомнила дом, который мы утром с вами посетили, который, возможно, стал бы квартирой для тех, да, это другой вопрос, да, в том числе, да. Я понимаю. Приезжайте еще. Здоровья главное. Да, здорово. До свидания. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Чешминскому району отправляется в мечеть имени Хаджия Хусайнбека. Ее построили в 2014 году. Состояние здания отличное. Мен шушы мәчеттің имамы рахмет егіз. Бұл мәчетіміз 2,5 жыл төзілді. Бұнда енді проканттан келіп шушы ұсталар, алар безеттілер. Үсті аяттар курси. Мына бұл тюльпандар, Аллах исемі аның ішінде. Çünkü Араб шайында Аллах шол тюльпан формасында язылды. Концерттар бар ма? Қандай қазақ версия? Да, неше кіші кіремеді? Топлап 600 кіші. 600 кіші. Инежінен бір 80-100 кіші келер. Важно в церкви не стены, а содержание. Чему учат, какому исламу, чему учат, как себя. Вот это важно. Біздің мәчеттің реликвия буыннан буынға тапсырғандар. Бұл Құран қол yazmalı. Бұнда мына yazғандар кім? Буыннан буынға кімге қалдырғандар? Нельзя сел. 1800 жылы. Аннар мұнда бар. 44 yıl erterek de bu muftinin o zamanın muhiri şeydi. Хранить надо. Позвольте задать вопрос. Да? А вы верующий человек? Да, конечно. Вы мусульманин, у вас супруга православная, у вас такая семья. У нас страна такая. У нас страна такая. Хорошо. Но все основное, что полагается человеку, все есть. Все общие принципы, постулаты, они незыблемы. Конечно, Бог один. Храм Успения Пресвятой Богородицы. Сюда в рамках рабочей поездки по Чешминскому району отправился временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров. Спасибо, что заехал. Храм еще не освящен. Серьезно? Да, пока еще не. Но в этом ничего нет зазорного, ни греха. Богослужение совершается, все таинства православной церкви. Так. И для когда планируете? Планируем, у нас есть свой график храма, да, по мере их строительства. У вас икона с Афона есть икона? У нас есть афонское письмо, вот Божьей Матери, но это местный художник делал. Пресвятая Богородица Иверская. Это здесь написано. С афонской иконой написали. А это владыка Никон дарил. Это владыка Никон. Лично. Это его подарок, да, старинная икона, конец 18 века. Это в честь того события, в честь которого построен и заложен храм. Успения Богородицы, да. Ее смерть. То есть, в православии смерти нет, а есть успение. Да, переход от одной жизни к другой. Вот центральная икона тоже у нас Успение, вот сверху. Вот, посередине. Прихожане приходят? Да, приходят. А вот воскресная школа есть. Увеличивается количество, нет? Да, вот 20 лет Чешминскому приходу, за 20 лет увеличилось. Это для купельных крещений.
детей, младенцев. Ну, вот сколько за последний месяц? Ну, крестятся практически еженедельно. Еженедельно, да, детей привозят. И венчание, ну, просто, конечно, не совершаем венчание. А так и венчаются. Вчера только было венчание молодой пары местной. Спасибо. Спасибо. До свидания. Во времена, когда церковь была отделена от государства, миновали, хотя юридически это так и остается. Сейчас, получается, это все единая наша жизнь, и мы не делим. Конечно, конечно. Это очень здорово, видите, тут мечеть, тут храм. И правильно, вот так мы в дружбе и живем. Народов, в дружбе конфессий. Вон, видите, колокола. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Чешминскому району отправляется в спортивно-оздоровительный центр. Здесь занимаются взрослые и дети. Одна из проблем – в здании нет лифтов, а в зале на втором этаже тренируются ребята с ограниченными возможностями. Какие секции у вас здесь есть? У нас здесь работает детская юношеская спортивная школа. 1000 с лишним детей занимается. 14 видов спорта мы культивируем в спортивной школе. Традиционный из игровых волейбол, баскетбол, футбол, лапта. Вот в этом универсальном зале. Вот это вот инвалиды детишки. То есть летом они здесь у нас обязательно бывает лагерь 21 день. В этом году 115 человек. В этом году сельские спортивные игры, финал по мини-футболу провели. Баскетбол, кэс-баскет, Кубок Гагарина республиканский, финал первенства республики по мини-футболу среди школьников. Вот. Соревнований очень много у нас. Покажи что-то. И тренеры у нас 18 штатных, 10 совместителей. И плюс наши программы позволяют, чтобы мы на базе нашей школы у нас занимались не только дети, но и взрослые. По программе можно, вполне официально. У нас волейбол, баскетбол, футбол, хоккей. Сборные команды района числятся у нас в спортивной школе и здесь тренируются. То есть... В 7 утра начинаем, бассейн с 7 часов утра, спортивный зал с 8 и до 10 часов вечера. Иногда до 11, вот зимой, когда футбол начинается, ночной мини-футбол с 10 до 11 играем. Вносим изменения в режим работы и тут футбол играем. Хватает? По-всякому бывает. Зимой загружен, летом. А так, да, вот временной. А так иногда и не хватает. Вот единственное... Один такой большой зал? Нет, первая школа, там 30 на 15. Там тоже большой, да. У нас вот почему и предпочтение при проведении республиканских соревнований ЧМАМ отдают, потому что у нас 2 больших зала. Это редкость, что в одном районе есть вот это. У нас 41 на 21, и тот, вот как я вам сказал, 38. 2 больших зала. Это вот это что здесь? 25 метров бассейн, 3 дорожки. Это здесь все наши спортшколы. Да. В принципе, нам бы, конечно, хотелось, чтобы больше людей ходило, но не жалуемся, ходят все-таки. Нет, обычно жалуются, что не хватает времени. Это вот наши ребята-инвалиды. Кто-то подойдите. Они готовятся куда-то на соревнования. Ну, у них в субботу плановая тренировка, они всегда здесь в субботу. Тренировка, да? Да, тренировка. Тренируем. Вы к каким соревнованиям готовитесь? Ну, у нас сейчас Кубок Башкирии будет. Так что это самое. По какому? По пауэрлифтингу. А мы в этом году, я забыл сказать, проводили чемпионат по пауэрлифтингу, и наши среди сельских районов стали первыми. Мастера есть? Нет, кандидат, я вот кандидат. Мы когда в этом году провели вот чемпионат республики, приехало со всей республики, они вот такие глаза сделали, говорят, никогда не думали, что в сельском районе такая шикарная база.
и просят, давайте каждый год у вас будет проводить. Сколько вот примерно у вас занимается в секции? Ну, у нас по-разному бывает. У нас это еще с других районов тоже тренируем, тоже дальше. Ну, они трое постоянно. Постоянно, да. Ну, вот, понятно. Да. А молодежь-то ходит? Нет, молодежь, Да, я имею в виду, если брать тех, кто у нас инвалиды, а молодежь ходит здесь. Ну, летом, я говорю, поменьше бывает, а в вечернее время вот здесь 30 тренажеров. Бывает так, что заняты все, по 30 человек бывает здесь одновременно. Ладно, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Прекрасный зал на втором этаже, но ребятам достаточно сложно подниматься, они с ограниченными возможностями, лифта нет. Ну, вот в свое время вот уже, видимо, все-таки рассчитывали на одно, а тут же была своя инициатива, что они сделали тренажерный. С этим уже ничего не сделаешь. Ну, в данном случае здесь, да, в целом у нас тема доступной среды, она очень актуальна и острая по всей республике. И в пандусах у жилых домов, и в объектах социального назначения. Я как-то сказал, мы находимся в таком, по сравнению, кстати, со многими регионами, которые уже существенно продвинулись, у нас по доступной среде вопросов много. Пока программы еще нет. Программа есть, зачем она работает, но как-то вот, знаете, но я точно понимаю, что от меня нужна дополнительная энергия вдохнуть в эту программу, что мы, собственно, и сделаем. Рафович, вопрос. Суббота, очередная поездка. Дома, как воспринимают ваши поездки? Ваше отсутствие дома? Положительно, лишь бы воскресенье был дома. В воскресенье хоть одно дома? Ну, иногда дома, да. У вас совсем недавно малышу был день рождения, 2 года вашему младшенькому уже. Что умеет? Мама, папа, говорит, права качает. И как глава региона с правами двухлетнего мальчика справляется? Обычно сдаюсь. Вы добрый папа? Конечно. А методы воспитания строгие? Ну, знаете, я, к сожалению, я его практически не вижу. Я утром ухожу, он спит, я прихожу, он уже спит. Поэтому я в то время, может быть, нормальная ситуация, которую я должен на воспитание, я трачу, чтобы его просто затискать. И вот, видим, вот и все. Зато вы воспитываете всю республику? Ну, так не скажем, я работаю на республику. Спасибо. Спасибо.